Кто может выбираться? Любой житель Республики Коми, достигший 18-летнего возраста, может подать свою кандидатуру в органы местного самоуправления, то есть стать депутатом муниципального образования. Может быть партийным человеком, принадлежащим членам партии, который член партии «Единая Россия», может быть сторонник партии, может быть беспартийный, а может быть и партийный, но другой партии. Значит, теперь как он может быть выдвинут? Тоже все очень просто. Человек, который принял для себя решение участвовать в предварительном внутрипартийном голосовании, может там оказаться. Если это член партии, он может просто написать заявление. Если он, например, не член партии, да, то он может получить поддержку 10 членов партии, то есть внести свое заявление и список из 10 членов партии, которые его поддерживают. Либо его может выдвинуть любая общественная организация, которая зарегистрирована на территории Республики Коми. Если это член другой партии, соответственно, он может идти по такому же пути, то есть выдвинуть быть общественным объединением или заручиться поддержкой 10 членов партии «Единая Россия», но при этом в заявлении у него еще есть такой пунктик, в котором обязуется, что в случае, если он проходит предварительное внутрипартийное голосование и дальше идет на выборы при поддержке партии «Единая Россия», то он тогда отказывается от членства в своей партии. Потому что мы не можем как-то члена другой партии направить по своим спискам и, значит, поддерживать от «Единой России». Мы можем его как человека поддержать, но тогда он должен выйти из состава той партии, в которой он сегодня состоит. Дальше за этого человека могут прийти, проголосовать, отдать ему свои голоса, не как там раньше в других, в прошлые годы, только члены «Единой России». Опять же таки приходят все жители республики. То есть те, кто может прийти, достигшие 18 лет, они могут прийти, проголосовать, сказать: да, мы хотим, чтобы этот человек стал кандидатом от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах. Мы отдаем ему свои голоса. Это, в общем-то, можно назвать репетицией, можно назвать такие там мини-выборы. Да. Сегодня мы поставили сроки следующие. Мы до 26 марта собираем заявления. Далее комиссия, которая сегодня работает у нас, в которую входят у нас и известные люди, общественники, не только члены партии. Она отсматривает все кандидатуры, опять-таки смотрит на то, чтобы все было по закону, согласно закону, все были данные представлены. Дальше создается список, подписывается этой комиссией, что да, этот список может участвовать. И с конца апреля по конец мая мы планируем провести уже непосредственно саму процедуру этого голосования. Первые дни больше партийных, потому что это, все-таки, может, еще не все до конца поняли, как это будет происходить, не все еще там приняли решение для себя, не каждое общественное объединение там еще подключилось. Поэтому мы сейчас ведем большую работу для того, чтобы проинформировать население, проинформировать людей. Но самые активные, они уже начали писать, и, в общем-то, каждый день уже все больше и больше мы получаем этих заявлений на участие. Уже общественные объединения подключились, выдвигают своих кандидатов, самовыдвиженцы есть даже члены других партий уже. Это задача каждого кандидата – прийти, рассказать о своей программе, показать, чем он хорош. То есть уже идет такая нормальная предвыборная работа. Вот. Но это уже здесь уже каждый кандидат сам выстраивает свою работу. У него будет время, будет фактически весь апрель для того, чтобы провести такую работу. Но я вам хочу сказать, что если человека знают, если он является лидером общественного мнения, если он достаточно активную жизненную позицию, то его и так люди знают. Ему просто нужно всех проинформировать, что он стал кандидатом, и попросить своих сельчан, земляков прийти в этот день и проголосовать за него. И дальше уже результаты голосования покажут, насколько он действительно лидер общественного мнения или ему так кажется. Когда приходят новые люди, у них есть новые идеи, у них есть задор, у них есть желание. И я считаю, что это тоже важно, очень важно.
И старым составом оставаться, еще сидеть 5 лет, ну, неправильно, нужно все время обновление. Обновление, ротация всегда должна быть, иначе это будет застой. Я считаю, что должно быть обновление. И, может быть, ты мне и комфортнее работать, но лучше-то будет, если придут, ну, будет новая кровь, как бы, да, вольется, новые свежие идеи. Не стоит такая задача сегодня захватить там 90% во всех муниципальных образований, в Государственном совете. Стоит задача сформировать работоспособные коллективы, которые будут заниматься конструктивной работой, которые будут вести диалог друг с другом, и они просто мерятся, у кого глотка лужунее. Прежде всего для нас и для жителей это очень хорошая площадка найти новых интересные лица, а может быть старых, которые сегодня, ну, по какой-то причине там либо стесняются, либо там не хотят, либо еще. Ведь сегодня могут не только люди выдвинуться сами, как я говорил, и общественные объединения. Они могут взять и сказать: вот ты нам нравишься, ты хороший, активный человек, у тебя правильные жизненные позиции, иди-ка ты к депутату, мы тебя как общественное объединение выдвигаем. Для этого он не обязательно должен быть членом этого общественного объединения. Он может совершенно там, понимаете, да, там просто с ними сотрудничать, или они его знают, или он их поддерживает как-то. Неважно, это не важно. Его выдвинет общественное объединение. Они с ним поговорят, и там, как бы. А он же, конечно, тут, пока он подпись не поставит заявление, это регистрация не пройдет, понятно, да? Поэтому, наверное, я бы так ответил на этот вопрос, и пользуясь вот случаем, возможностью пообщаться с прессой, исходя из того, что не очень много времени у нас осталось там за завершение приема заявок, еще раз пригласить всех поучаствовать в предварительном партийном голосовании и показать себя, показать, на что ты способен. Это хорошая возможность для старта своей политической карьеры, если у кого-то есть желание. Я на самом деле не считаю, что кого-то это всерьез отпугнет. Если кого-то отпугнуло, то значит, ну и слава богу, да, что человек не пойдет. Потому что идти только за зарплатой в Госсовет, ну, это такие нам не нужны здесь. Если только ради этого идется. Ну, если человек идет, он идет с каким-то предложением, он идет с какой-то идеей, он идет, чтобы что-то сделать. Это не обязательно для этого находиться постоянно на рабочем месте здесь, в Госсовете. Можно также продолжать работать. И многие, я знаю, что там, вот я сейчас встречался с людьми, которые хотели бы работать в Государственном Совете, они даже для себя не рассматривали работу в этих кабинетах. Они продолжают рассматривать свою текущую деятельность, просто хотят еще приносить пользу республике, работая в Государственном Совете. Сделать что-то дополнительно, принести какие-то новые идеи. Мы именно сейчас пытаемся найти людей, которые адекватные и хотят работать, да. То есть мы же, ну, вот, только на членах партии не хотим концентрироваться. Очень много людей, которые там не вступают в Единую Россию, но при этом они очень разумные и хотят приносить пользу и хотят работать. Вот мы хотим, чтобы они сегодня вместе с нами пошли. Пойти сегодня беспартийному самовыдвиженцу на выборы очень тяжело. Ну, фактически нереально. Ну, давайте так говорить. Собрать там подписи, ну, это тяжело. Это надо действительно иметь очень большое под собой, ну, там, большое количество сторонников своих. Поэтому мы предлагаем свою площадку, мы предлагаем свою помощь для прохождения вот этого барьера. Потому что по партийным спискам не надо собирать дополнительные голоса там уже при регистрации в избиркоме. Если одномандатника партия выдвигает, тоже не нужно собирать голоса. А если ты самовыдвиженец идешь, то должен, если не ошибаюсь, 1500 подписей собрать на своем избирательном округе. Так вот в чем вся фишка. Вы-то самого главного меня не спросили. Зачем? Что людям-то будет от этого, которые вот написали сегодня заявление? Их-то какой интерес? Почему с Единой Россией, а не сами по себе? Невозможно там найти, понимаете, тогда нужно отменять выборы и набирать людей сюда как на работу уже, да, там, по профессиональному качеству. Мы не сможем создать, при всем желании, да, там, мы можем получить несколько профессионалов, да, в определенных областях, но стопроцентного состава профессионального не может быть, ну, никак, просто потому что это выборы. И здесь немножко по-другому люди смотрят, а не конкурс на место, на должность. Поэтому мне трудно загадывать. Я бы, конечно, вот еще раз говорю, не ставлю, не думаю, что нужно мечтать о каком-то серьезном профессиональности депутатов. Потому что это просто, понятно, могут быть где-то юристы, могут быть где-то экономисты, кто-то промышленники, которые там
Просто люди должны быть подготовлены к этой работе, они должны понимать, зачем они идут. Вот мне кажется, что идти в депутаты просто потому, что я хочу этого, да, не имея под собой никакой там, для себя внутренней программы, я не говорю так, что людям говорить, а вот даже для себя. То есть я бы видел депутатов всех, готовых к этой работе, чтобы они пришли и понимали, чего они хотят на этом месте. Вот зачем они пришли. Тогда у них будет что-то получаться, они будут работать по этой программе, будут участвовать активно в работе Государственного совета.